Это не просто экскурсия. Студентов колледжа, сервиса и быта знакомят с условиями и рабочими перспективами на швейном предприятии в Али-Юрте. Ознакомительный визит начинается со святая святых фабрики. Это швейный цех. Каждый изделие проходит контроль полностью. Любое все изделие полностью. Вот они проходят, потом уже отдают вот туда. Там они убирают лишние нитки, все это. Потом уже дальше вот на той стороне уже идет упаковка. Все просто мы сделали так, чтобы все у нас было все вместе, в одном компактном, все было в одном месте. Студенты колледжа впечатлены, с неподдельным интересом разглядывают каждую деталь производства, наблюдают за работой швей. Десятки универсальных машин, ориентированных на выполнение больших заказов, работают в унисон. Например, оборудование для декоративного стежка, сшивание точечных закрепок, пришивание этикеток и многие другие. Ребята не только задают вопросы мастерам, но и пробуют себя в деле. А вот есть определенная техника безопасности? Kuralları var ya, olmasın diye. Yavaş bir şekilde tamam elini çok iğneye yakın tutmasın. Şöyle kenardan. Аккуратно, медленно. Идея трудоустройства студентов колледжа, сервиса и быта и других образовательных учреждений принадлежит Комитету по делам молодежи. Его сотрудники заранее связались с предпринимателями и составили список свободных вакансий. Предложили молодым людям возможность хорошего заработка и прохождения практики. Благодаря тому, что они уже несколько лет учатся именно по этой специальности, по вышиванию, практически у всех есть уже достаточно навыков, чтобы уже прямо сегодня начать полноценно работать. Но при этом учебный год еще продолжается, и где-то ближе к концу, к маю, началу лета, уже в полном объеме около 20 человек с этого колледжа сервиса и быта смогут приступить к своей работе. Фариза Парчиева, студентка второго курса, делится, что предложение от Комитета по делам молодежи заинтересовало ее еще во время их первого визита в колледж. Перспектива трудоустройства вкупе с исполнением детской мечты стать дизайнером одежды сделали свое дело. Тем более, что не за горами летние каникулы. Все девушки любят эту одежду, шопинг и так далее. Естественно, каждый хочется шить. Мечтать об этом, конечно же, легче, чем делать на самом деле. Оказалось, шить намного сложнее. А ты ознакомилась с условиями работы, графиком, заработной платой? С графиком пока нет, с заработной платой тоже нет. Но само место и условия, да, очень понравились тоже. Цикл ознакомительных мероприятий проводят с целью трудоустройства студентов. Это одно из приоритетных направлений работы Комитета по делам молодежи, как лучшая профилактика негативных проявлений в молодежной среде и повышение занятости. Список вакансий, доступных для студентов, обширный. Так, в свободное от учебы время молодые люди могут трудоустроиться в различных предприятиях республики. У нас запланирован уже ряд предприятий, все договоренности достигнуты. Следующий выезд у нас будет, мы собираем студентов с факультета аграрный и везем в сельскохозяйственное предприятие. Это Сад-Гигант, агрокомплекс Сунжа. Трудоустройство для студентов очной формы обучения имеется в виду как временное устройство на работу, так и постоянное. В 2021 году с помощью молодежного комитета уже устроили на работу свыше 400 молодых людей. В этом году планируют удвоить эту цифру. Ну а для предоставившего вакансию работодателя есть и свои плюсы. Ему полагаются налоговые льготы. К нам обратился комитет молодежи, чтобы ввести студентов, показать им производство для дальнейшего их трудоустройства на этой фабрике. Мы, конечно, естественно, согласились, тоже показали им производство. Студенты очень охотливо смотрят вот все, вот, им интересно все. Мы им дали вживую, конечно, сесть в машине, чтобы все попробовали сами. В будущем, я думаю, мы будем набирать их на работу. Для нас уже будут практически готовые специалисты, которые именно подготовлены в нашей республике. При трудоустройстве зарплата начисляется с первого дня работы на фабрике. Суббота, воскресенье, выходные. Рабочий график с 9 до 6. Корпоративный транспорт, молельные комнаты, бесплатный обед и 2 полдника. Зарплата начинается с 15 тысяч, но и это не предел. Есть те, кто получают и по 20, и 25 тысяч. Зависит от нагрузки. Следует напомнить, что швейная фабрика перезапущена по поручению главы республики Махмуда Али Калиматова, благодаря чему в Ингушетии удалось создать сотни новых рабочих мест. Адам Мережков, Хамзат Халухоев, Новости 24.